Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица ненасытная и неразделимая. Праздником вас, возлюбленные братья и сестры. Сегодняшний день воскресный, он является для всех и для каждого днем, каких дел мы делаем. Дела добрые, дела злые, дела спасительные, дела губительные. И у нас, в нашей стране, это происходит. И губительные, и также добрые дела, которые необходимо. А доброделанием мы покрываем множество грехов своих. И вот, смотрите, что говорит там святейший патриарх Московский святый Свит. Апостол Павел: благодатью вы спасены, но благодать Господа нашего Иисуса Христа над всеми нами, делающая то дело, которое ведет нас к спасению и к жизни вечной. И здесь четко и ясно святейший говорит, не для того, чтобы там на доске почета были наши лица, а чтобы действительно наш лик был запечатлен в Царстве Небесном. Небо, чтобы видело нас. Вот это добрые дела, не для каких-то вот показных таких систем, а именно для Бога. Вот многие, вот, да, я вот там в церкви сделал то-то, то-то, там пол как бы подметал или там мыл. Это недостаточно для того, чтобы удостоиться Царства Небесного. Полностью дела должны быть. И вот здесь святейший очень четко говорит, в ответ человек получает спасительную благодать. Получаем ли мы спасительную благодать вот в этой ситуации нашей? Можно смело об этом говорить. Вот все священники, которые находятся на этой территории, отец, поднимись сюда, поднимись. Вот все священники, которые находятся на территории Абхазии, это многострадальная абхазская земля, многострадальная абхазская церковь. И сегодня в этой ситуации, и слава Богу, что эти батюшки, они все рукоположены в Московском патриархате, кроме меня. Была такая ситуация, вся Абхазия была в ситуации грузинской. Поэтому сегодня мы имеем полное право об этом говорить. Никто никого отсюда не выгонял. Вот с этого кафедрального собора я был служащий этого собора. Отсюда еще война не закончилась, но грузинские архиереи вместе с грузинскими священниками они покинули нашу территорию абхазскую. Эта территория была не ихняя, и они это засвидетельствовали своим бегством. Не мог никто этого сделать, ни архиерей, и никто не может оставить. Знаете, как они утверждают, что вот, мол, православные христиане уехали с ним, а остались мусульмане. Вы мусульмане, да, или стали? Или вы, батюшки, где проповедуете? Где вы видите мечети, где вы видите все это? Все это ложь. Ложь нужно опровергать добрыми делами. Не тем злым, ложным делам, которые были в адрес нас. И это происходит 30 с лишним лет, 32 года, 33 год. Но это не означает, что мы не получаем благодать. Когда такое случилось, я когда пришел сюда, в этот собор, здесь не было антимиса, служить невозможно было. Я возвращаюсь в Рыхник к отцу Петру. Ну, отец Петр, мой духовник, мой, тот, которого я стал священником. Я говорю, батюшка, вот такая, как нам быть? Он и говорит, а здесь не у кого спросить, они, говорит, все покинули. Давай спросим у соседнего патриарха Московского. И вот то, что я и сделал. Мы выехали в Москву, святейший патриарх нас встретил, объяснили бы ситуацию, и святейший с того момента стал нашим архиереем. И он есть наш архиерей, почивший и действующий сегодня Кирилл. Мы поминаем кого на Владимир Васильевич? Кого вы поминаете? Святейшего патриарха и... Ну, какая может быть здесь другая территория? Это территория Абхазской православной церкви, Московского союзного такого
характера духовного. Здесь никакого грузинского управления нет и быть не может. Если бы они остались бы здесь, и какие-то абхазцы пришли бы, или какие-то другие пришли бы, начали бы гнать, это совершенно неправильно по отношению к православному священному правилу. Этого не было, слава Богу, и поэтому сегодня мы имеем полное право говорить и утверждать. Почему я вас всех собрал здесь? Потому что 30 с лишним лет мы говорим об этом, что это должно исправиться, должно быть в чистоте православной веры, чтобы было спасительно, а не губительно. Но, к великому сожалению, в новом Афоне у нас происходит то величайшее, которое еще такую беду Абхазии еще никто не наносил. Ни Османская порта, никто этого не делал. Но здесь они извержены тем, кто их обучал, тем, кто их рукополагал. Это Московский патриархат. И сегодня Московский патриархат сделал указ. 24 года мы терпеливо ожидали, что они станут на покаяние. Ни в коем случае никто не стал. Святейший патриарх мне говорил: отец Виссарион, вас мало, давайте подождем, может они остановятся, покаются. Но, к великому сожалению, это не произошло, поэтому они извержены. Извержены, потому что они нарушили, чтобы приходящие к ним не получали вот то губительное, которое, не дай Бог. И вот приходящие к ним люди, многие знают, многие не знают, но это величайшая беда. Если мы говорим о вере православной, о той спасительной православному учению, значит, мы должны все к этому стремиться. Придите, чадо, послушайте меня. И значит, мы должны слушать церковь православную. А в церкви бывают настоятели, бывают благочинные, бывают архиереи, то, что необходимо. Но у нас так получилось, что на этой территории в данный момент нет архиерея. Но это не означает, что мы должны делать то, что я хочу, то, что мы хотим. Есть правило, которому надо следовать всем нам. Отцы дорогие мои, и сегодня мы будем продолжать эту беседу нашу. Как нам дальше действовать? Власть наша недостаточно может этого понять и не хотят, может быть, мы не знаем. Мы будем просить молитвенно, чтобы они вмешались и защитили чистоту православия. Православная вера, она в чистоте должна быть. Поживем во всяком благочестии и чистоте. Других изменений или добавлений быть не может. Это губительно для каждого человека. Поэтому сегодня то, что нам пришлось оставить приходы, приехать сюда в кафедральный собор, потому что это собор кафедральный, который был и остается для нас, всей нашей страны абхазской, после их бегства, после всего разрушительного, что происходило. Поэтому мы отсюда и начнем восстанавливать вот ту полноту Абхазской православной церкви. С кем будем мы в союзе, это будет ясно и понятно после того, как святейший патриарх, которого мы поминаем, он должен дать ответ. Что нам дальше быть, как там, что это правильно, неправильно. Одни считают, что это территория грузинской церкви. Территория не может быть грузинской, когда нет этого управления. Есть управление, которое над всеми здесь живущими, это то, что вы видите, то, что есть. И эти священнослужители, все они официально рукоположены в Московском патриархате, но они рукоположены были для Абхазии. Но тут замешалась грузинская церковь, этому это не Абхазия, это грузинская территория. И многие архиереи с этим согласились, что это территория грузинской церкви. Но самое главное, святейший патриарх и почившие, и действующие никогда не говорили, что это территория грузинской церкви. Поэтому мы все вопросы будем ставить. Но самое главное, как мы здесь, в этой стране, реализуем вот эти православные правила. Конечно, и власть, и мы вместе в симфонии должны думать о спасительном православном учении. А что, разве нашему президенту или нашему премьер-министру Царство Небесное нужно по истечению там 100 и более лет? Всему народу нашему нужно. А для этого, чтобы иметь это все, необходимо соблюдать эти правила. И поэтому мы будем эти правила соблюдать, мы будем ставить вопрос перед нашим государством, перед нашими правителями и перед тем, кто сегодня нам дает возможность участвовать в этом самом главном спасительном. Это причастие, это благодать Святаго Духа от литургии. Совместная молитва наша
дает нам возможность. Мы сейчас после этой нашей беседы мы соберемся, священники, и будем думать, какое обращение мы должны сделать нашему правительству, нашему государству, какое обращение мы должны сделать в Московский патриархат. Как нам быть? Вот я хочу у вас спросить, это территория грузинской церкви или территория абхазской церкви? Ну ответьте. Ну а как-то кто-то считает, что это территория грузинской церкви. Те, кто считает, что это территория грузинской церкви, я отвечаю так. Территория грузинской церкви находится там, за пределами нашей границы. Пускай туда едут, и там пускай распространяют эту веру православную. Но не на этой территории. На этой территории у нас архиерей, это московский патриарх Кирилл, он сам это утверждает. Я абхазский архиерей. А мы, естественно, здесь все его помощники. Конечно, великая беда в том, что наши священники, находящиеся здесь, если они обращаются к своим архиереям, архиереи там сидящие не дадут им буквально никакую справку о том, что они являются клириками абхазской церкви или перешедшими. Нет такой, потому что такая сила была, давление, начиная в Майкопе, заканчивая все остальные епархии, где были рукоположены наши абхазские священники. Поэтому мы будем это исправлять. Я обращаюсь к вам, просим ваших молитв, чтобы мы все были вместе, чтобы на приходах была служба, чтобы все это было по вере православной, по тем правилам, которые нам необходимо всем. Неужели мы должны лишены быть этих правил? Идите, научите все народы, дайте им благую весть. Это православная церковь говорит. Мы не можем спасаться, жить по каким-то другим непонятным нам этим вещам. Не можем. Поэтому я вас всех поздравляю и просим ваших молитв, чтобы все приходы, чтобы это время, вот то, которое сегодня мы установили, чтобы оно не продлилось много, чтобы буквально на следующей неделе, в воскресенье, чтобы все приходы начали свою службу именно конкретно правильно, чтобы все были согласны, и наши попечители в Москве, и наши защитники в нашем государстве, правительстве, чтобы мы пришли к единому православному спасительному вероучению. Мир вам всем, дорогие братья. Еще раз вам всех терпение, еще раз терпение. Но, слава Богу, сегодня, пока этот вопрос не будет решен, двери кафедрального собора открыты для любых треб. Кто крещаться будет, то, дай Бог, чтобы венчаться, что есть в требе православном, все будет совершаться здесь. И здесь будет служба каждый день. Каждый день будет служба, кто будет служить, что будет служить, это мы вам скажем. Поэтому очень, может быть, некомфортно будет, скажем, как приезжать сюда или там куда-то, но это нужно для того, чтобы определиться нам, что это территория Абхазская православная церковь. С этим вы согласны или не согласны? Ну, слава Богу. Мир вам всем. До следующего встречи, чтобы в следующее воскресенье мы уже встречали друг друга на своих приходах. Спасибо вам, дорогое, большое вам ваше терпение, ваша любовь ко всему православному нашему народу. Да, есть определенные такие нюансы, которые мы исправляем. И будем исправлять это все полюбовно, будем исправлять все по правилам апостольских православных правил, которые дают нам возможность участвовать в жизни вечной. Я еще раз хочу благодарить вас, дорогие отцы, за вашу такую очень сложную ситуацию у них. Я почему говорю у них? Я остался от этого бегства ихнего. Я был здесь служащим этого собора. И я даже потом в конце вспомнил, я был благочинным еще тогда, когда грузинская власть была. Значит, власть находится сегодня, но эти люди, пришедшие помогать нам, но говорят, нет, это территория грузинской церкви. Конечно, мы поставим вопрос перед теми архиереями, которые это утверждают. Это утверждение ложное, это утверждение неправильное. И это может подтвердиться словами святейшего патриарха святого Тихона в 1918 году, где не признается правомощность грузинского католикоса на Абхазии и на Осетии. У нас в Абхазии есть свой католикос Максим II, который почил в 1795 году. С тех пор Абхазская церковь оказалась должствующей. И сестра
грузинская разве не может не признать свою сестру абхазскую? Если абхазская матерь, она может даже и есть не матерь, а может быть даже и выше. И поэтому то, что мы имеем корни родственные с грузинами, с армянами, с русскими, это является все абхазская династия, которая является Иван Грозный женат на княгине Темрюк, это кабардинка. А армянский царь Осот Железный также женат на абхазке. И Арчил Цаплинский также, и мы также, мы породнены. Но это Абхазия, никакая не Грузия, никакая там другая географическое название. Поэтому мир вам всем, чтобы это правда православная. Были летописцы, которые писали ложь. И сегодня те, кто живут, и те, кто учатся по этим ложным историческим фактам, пускай они опомнятся и покаянием войдут в это спасительное православное учение. Мир вам всем еще раз, еще раз.